Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамову. Нашу сённяшнюю праграму я хочу пачаць з тэрміновай навіны, якая толькі што была нам перададзена з следчага камітэта. По крымінальнай справе аб несанкцыянаваным доступе к камп'ютарнай інфармацыі затрымана галоўны рэдактар Белапан Ірына Леўшына. З ёй праводзяцца следчыя дзеянні. Толькі што пра гэта Еўрарадыё паведаміў кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Сергей Кабакович. Менавіта на гэтую тэму, так званую справу Белта, мы і будзем сёння гаварыць з маім госцем. Галоўны рэдактар інтэрнэт-парталу «Ежедневник» Сергей Сацук. Сергей Сацук вядомы сваімі журналісцкімі расследаваннямі, на падставе якіх было ўжо заведзена даволі шмат крымінальных спраў, в першую чаргу карупцыйных. Тым не менш, гэты чалавек вельмі добра ведае, як разбірацца ў розных заблытаных справах. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день. Спадар Сергей, давайте пачнем з самага надзённага, з чалавечага пункту гледжання пытання. У аўторак былі затрыманыя першыя журналісты, якія фігуруюць па вось гэтай крымінальнай справе Белта. Потым, пасля допытаў у следчым камітэце, 5 чалавек былі змешчаныя ў изолятар часовага ўтрымання на Акрэсціна, змешчаныя на 3 сутак. Калі яны павінны выйсці на свабоду і ці выйдуць яны зараз? Выйдут на свободу или не выйдут, сложно сказать, да, но судя по действиям Следственного комитета, у которых вообще не было оснований для задержания данных лиц, поскольку инкриминируемое им деяние не считается тяжким или либо особо тяжким, да, и не представляет большой общественной опасности, то повода для задержания их вообще не было. А учитывая, что их все равно задержали, то можно предполагать, что после 3 суток им будет избрана мера пресечения в виде ареста. Может быть, не всем, но нескольким лицам точно будет. Гэта магчыма? То есть им уже павінны тады высунуць абвінавачванне конкретное? Да, предъявить обвинение и избрать меру пресечения. И судя по жестким действиям Следственного комитета, вполне вероятно, что это будет арест. Як вы лічыце, гэта тычыцца усіх 5 чалавек, якія зараз знаходзяцца, нават, напэўна, уже 7 чалавек, якія знаходзяцца ў изолятары, ці ўсё ж таки ёсць варианты? Ну, исходя из практики, как действуют в данном случае, в таких случаях правоохранительные органы, меры пресечения ареста изберутся, скорее всего, в отношении тех, кто не идет на сотрудничество, кто молчит, не дает показания, упирается, да, чтобы, опять же, надавить на них. Скажут, вот, смотрите, мы коллегу вашего отпустили, потому что он дает показания, как бы разговаривает с нами, да, не упирается, ничего, идет на сотрудничество с следствием, а вы будете сидеть, пока вы начнете с нами сотрудничать. Таким чынам, вот, да прыкладу, учора у нас в эфире был юрист, адвокат Сергей Зікрацкі, и ён даваў параду затрыманым. Не гаварыць, да прыкладу, па-першае, не, як гэта кажуць, не свидетельствовать супраць сябе і ўвогуле как бы казаць, што я без адваката не буду адказваць на пытанне. Гэта будзе кваліфікавацца як адмова супрацоўніцтва са следствам, таму што менавіта такую лінію паводзінаў абрала, да прыкладу, тая ж самая Татьяна Коровенкова. Вполне может быть так расценено, не квалифицироваться от следствия, а именно расценено следователем, да, как отказ сотрудничества, и оно будет там сидеть, может быть, там месяц-два, скажет, мы все заняты другим делом, но некогда вас допрашивать, да, и это один из способов давления на подозреваемых, именно когда их оставляют в камере на месяц, на другое, может, на полгода, да, и даже не вызывать ни на допрос, ни на какие следственные действия. А следствие идет. Он сидит и не знает, а что там происходит вообще, долго я так вот буду сидеть или нет, да. И терпение лопается, люди ломаются, да, и начинают там требовать следователя. Вот, вы же не хотите, а следователь приходит и говорит, вы же не хотите со мной разговаривать.
Чего мне к вам приходить? Мы ведем следственные мероприятия, как какие-то будут изменения, мы вам сообщим. Хорошо, я говорю отказ. Дайте мне, допустите до меня моего адвоката, хай при нашей разговоре присутствует адвокат. С адвокатами проблем нет, адвокатов всегда приглашают, пожалуйста, да. Но если ты откажешься говорить, там, говоришь, что я не буду свидетельствовать против себя, я не буду ничего говорить, да, ну хорошо, никто там тебя не будет там бить там, или там заставлять, это хорошо, отведите его в камеру, он там сидит, все. Но мы ведаем на дадзены момент, что адвокатов не допускают до тех людей, которые зараз находятся в изоляторе. Не допускают, может быть, тех, кого кто-то приводит. Но любой адвокат, любой, должен быть сидеть. Там может быть сидеть адвокат, которого пригласил сам Следственный комитет. То есть дежурный адвокат, грубо говоря. Хорошо, а я не хочу дежурного адвоката, у меня домова заключена с моим адвокатом. Ну, а его не пускают. Ты находишься под стражей, ты не мог заключить договор с адвокатом, это мог сделать... Редакция моя заключила. Ну, а она не подозреваемая, то есть она не проходит по делу, понимаете? Поэтому здесь вот очень много таких юридических коллизий, которыми следователи могут пользоваться, понимаете? И поэтому, да, он может, подозреваемый может написать отказ работать с этим адвокатом, сказать, я хочу заключить свой договор с конкретным адвокатом, приведите мне такого-то адвоката. Но для этого ему нужно иметь какую-то связь с внешним миром. Понимаете? Должна быть... То есть, Сергей, мы кажем, что одразу вот про арест менавіта не может быть, там, скажем, затрымали на 3 суток и протягнули там на 7, там на 10 суток. Могут протягивать. Менавіта по этому артикулу. Да, могут. При необходимости, там есть определенные статьи в Уголовно-процессуальном кодексе, при необходимости может и до месяца, по-моему, если не ошибаюсь. Да, ну, как правило, уже трое суток, и, как правило, принимают решения, да, чтобы, поскольку вот это, скажем, негативно сказывается на статистике, что, опять же, на это обращает внимание прокуратура, а почему было так, а почему как бы, у вас не было достаточно оснований как бы, принять решение, арест или там что, или подписка не выйдет. Глядзіце, я вот читаю каментар на гэтае ж самае пытанне, якое даў былы адвакат, юрыст Павел Сапелка. И он пишет, что по сцячэнню 3 суток мусяць выключна адпусціць. Калі стаіць задача пратрымаць даўжэй, неабходна высунуць яшчэ одно подозрение по нейкаму новому эпизоду, альбо складу злачынства до 10 суток можно по закрытому пераліку артыкулаў Криминального кодекса. Да, так и есть. То есть это один из механизмов, когда могут продлить вот эти 3 суток. Да, то есть все, что еще новое, то есть 3 суток задержали по этому подозрению, а потом взяли совершенно там с головы нарисовали еще какую-то статью, да, что подозреваем в этом, неважно, там может не иметь даже отношения к этой статье, да. Ну, вот, но проверку проведем, да, да, вы еще на 3 суток. Это кшталту того, что вот як спыняет гаишник, кажет, давайте проверим, а не угнаны ли ваши машины. Да. Вот механизмов очень много наработано, и наше законодательство несовершенно, и лазеек там, и у следователей, очень много, которые умело используются для давления на подозреваемых, чтобы они пошли на сотрудничество с следствием. Знаете, вот я разговаривал с многими, которые находились под следствием, потом вышли на свободу, да, и они говорят там, в том числе по коррупционным делам, они говорят, когда вот посидишь несколько месяцев в камере, и к тебе никто не приходит, ни следователь, никто, и ты вообще не в курсе, что там происходит наружу, и как там идут дела, и идет расследование, и сколько ты вообще будешь так сидеть. Да? Вот это самое большое. Никто не бьет, не пытают там слоником, когда там противогаз раньше надевали, еще в 2000-х, помню, милиция использовали. Сергей, ну вот, глядзіце, праваабаронцы зараз нам каментуюць, і яны сцвярджаюць, што па гэтаму менавіта артыкулу не могуць ні працягнуць там затрымання до 10 суток, да прыкладу, ні арыштаваць, але гэта іх так вот, ну, чыста тэарэтычныя развагі, як павінна быць. Але вы зараз кажаце з такой практыкі рэчаіснасці нашай, да? Да, по артикулу их вообще задерживать даже поэтому нельзя было, да, но опять же, можно, как я сказал, 2 статью нарисовать, да, а можно придумать еще основания. Когда избирается мера пресечения, оценивается не только тяжесть преступления, да, но оценивается личность человека, подозреваемого в преступлении, да. Может ли он оказать влияние на ход расследования? Журналисты, как ни крути, влиятельные люди. И они здесь могут упереть на то, что если они окажутся на свободе, они могут оказать очень существенное влияние на ход расследования.
и помешать ходу расследования. И на этом основании, не на основании тяжести предъявляемого обвинения, да, а на основании того, что они могут помешать следствию. И они же дают подписку об неразголошивании. Разглашение – это разглашение, а влияние на ход расследования – это влияние. Они могут писать статьи, могут там как-то подключать свои связи и так далее. То есть журналисты – влиятельные люди, это четвертая власть, не зря их называют, даже в нашей стране. Да? Поэтому на этом основании, что они могут повлиять на ход расследования, их могут арестовать и брать меру пресечения в виде ареста, а не на основании тяжести статьи. То есть оценивается и тяжесть статьи, и личность человека, то есть как он влияет, может ли он убежать, может ли он повлиять на ход расследования, имеются у него рычаги, понимаете? И вот в этом плане, вот, скорее всего, могут использоваться именно рычаг, что они, журналисты, тем более портал Тутбай, они очень влиятельные, да, у них очень там большая аудитория, они могут поднять волну людей, там, еще революцию сделать, еще бог знает чего, знаете. Лучше подирать под стражей, чтобы они там не возбухали сильно. Сергей, яшчэ один момант. Мы вчора яго абмяркоўвалі, да і заўчора, але ўсё ж таки ваше меркаванне. Вы уже сказали, но хочу просто, чтобы конкретно гэта прогучало. По гэтым артыкуле, менавіта по гэтым, по частцы другой, якую уменяюць гэтым людям, их могли ввогуле затрымліваць и заводить криминальную справу? Поэтому по этой статье пока нет оснований ни для возбуждения уголовного дела, да, ни тем более для задержания. Почему? Там Следственный комитет, как цитирует статью, он убирает один маленький момент, где написано, что должна быть, ну, дословно уже не помню, но суть в том, что должна быть взломана система защиты, взломана система защиты. Что это подразумевает? Либо хакер взломал систему защиты, либо ты незаконным путем получил пароль. То есть ты должен был ее где-то украсть, подсмотреть или что-то, таким образом получить пароль. Если тебе пароль передал другой человек добровольно, да, то есть и этому есть доказательства, да, мне дал человек добровольно, я не обязан выяснять у него, на каких основаниях он пользуется этим паролем, где он взял этот пароль, да, есть какие-то ограничения по пользованию этим паролем. Мне дал человек, сказал, пользуйся свободно, я разрешаю, это мой пароль. Все. То есть он, ничего не взламывали, ничего не ломали. Они законным путем получили пароли от других лиц, да, и воспользовались этим. Все. В данном случае максимум, о чем можно было говорить, это нарушение авторских прав. Да, но это не уголовное дело, это разбирательство двух субъектов хозяйствования, Тутбая там, и Белты. Все. Если и то надо будет Белту доказать, что Тутбай что-то использовал за это. Не просто там журналист зашел, почитал, а что-то они использовали в своих целях. Тогда это будет идти речь о нарушении авторских прав. Если просто журналисты заходили, читали, используя пароли, которые им дали другие журналисты, да, а скорее всего так и есть, да, то здесь нет криминальной справы. А ввогуле тэрмін даўнасці можа быць тут вот нейкім чынам скарыстаны ці не, таму што гаворыць пра што нібыта гэтыя вот злачынствы адбываліся ў 17-м годзе. Які тут тэрмін даўнасці? 2 года. С учетом того, что такого обыски в Тутбае уже 2 дня проводились, да, то есть это огромный объем информации, здесь следствие будет идти около года. Да, то есть покуль закончится следствие, уже термин давности. Да, уже по 2017 году уже есть еще срок давности, да, а потом еще суд будет еще идти полгода, потому что суду все надо будет в этом всем разобраться, с этими огромными материалами дела. И в результате приговора суда и по 2018 году еще срок давности. Да? И даже если там 2 месяца не хватит до истечения срока давности, да, учитывая то, что по максимуму суд очень редко когда кому дает, да, то есть дело выльется в конечном счете в полный пшик. То есть, для чего понадобилось все это поднимать такую бучу, тратить столько средств. Я думаю, уже Следственный комитет, МВД и другие правоохранительные органы затратили больше средств, чем Белта потеряла. Мы перервемся на невеличкую паузу. Зараз на Еврорадио короткі выпуск навінаў. Я нагадаю, што ў студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еврорадио і Е-прамова. Мой сённяшні гость, галоўны рэдактар порталу «Ежедневник» Сергей Сацук, адзін з галоўных журналістаў-расследавальнікаў Беларусі. Мы гаворым пра справу Белты, яе казусы, нялепіцы і перспектывы. Слухайце Еврорадио.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец. Каротка пра асноўныя падзеі. Галоўная рэдактарка інфармагенцтва «Белапан» Ірына Люшына была затрыманая. Зранку 9 жніўня яна не з'явілася на працу, яе тэлефон адключаны, паведамляюць у агенцтве. Журналістку затрымалі супрацоўнікі следчага камітэта ў рамках гучнай справы «Белта». Пра гэта паведаміў начальнік аддзела інфармацыі следчага камітэта Сергей Кабаковіч. 7 жніўня былі затрыманыя міжнародная аглядальніца «Белапан» Тацяна Каравянкова, а таксама 4 супрацоўніцы партала «Тутбай» Марына Золотова, Галіна Уласік, Ганна Калтыгіна, Ганна Ірмачонак. Учора, 8 жніўня, следчы камітэт затрымаў медыаэксперта і журналіста Паўліка Быкоўскага і Аляксея Жукава. Рамонт моста на скрыжаванні МКАДу і Гуменскага тракту будзе каштаваць 4 ці 5 мільёнаў рублёў, паведаміў у агенцыі «Мінск навіны» дырэктар гараўтамаста Валер Уласевіч. 1 жніўня на развязцы на нізкакальцавой дарозе прасеў асфальт, лопнула адна з бэлек моста. Прычына ў памылках пры рэканструкцыі ў 2001 годзе. Пасля стварэння аварыйнай сітуацыі аўтамабільны рух на масце і пад ім быў перакрыты. Актыўныя працы па аднаўленню распачаліся 6 жніўня. Сёння другі дзень суда па крымінальнай справе па факце смерці радавога Александра Коржыча ў вайсковай частцы Печы выступіла маці Святлана Коржыч. Яна заяўляе, што яе сына забілі тыя самыя сержанты, якія цяпер сядзяць на лаве падсудных. Я говорю, даже лоб деформирован. Что, кто причинял его, человек, который находится в медроте, как его выпустили с медроты, что вся голова побита, точечные повреждения. Як выявілася пазней, у салдата, які, маўляў, павесіўся, былі звязаныя ногі, на галаву надзетая майка. Больш падрабязна на нашым сайце. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Сённяшнюю размову з галоўным рэдактарам парталу «Ежедневнік» Сергеем Сасуком мы пачалі з тэрміновай і не вельмі прыемнай для журналісцкай супольнасці навіны. Была затрыманая сёння галоўны рэдактар навіны «Бай» Ірына Леўшына. Спадар Сергей, все ж таки шмат перад апошнія, там, скажем, год-паўгады і следчы камітэт і іншыя праваахоўныя органы казалі пра імкненне да дэкрыміналізацыі нашага заканадаўства, пра тое, што яны імкнуцца без патрэбы не затрымліваць і не змяшчаць у ізалятары людзей. У дадзеным выпадку, што мы бачым? Вот наколькі гэта коррелируется одно с другим, вот справы и словы? Абсолютно не стыкуется, поскольку действительно, вот если проследить действия Следственного комитета, других правоохранительных органов, стало значительно меньше задержания, да, особенно по статьям, которые не представляют большой общественной опасности, да, статьям Уголовного кодекса. Практически перестали задерживать. К примеру, если там колхозник украл мешок картошки, там с поля утащил, да, ну понятно, он украл, 205 статья, да, ну зачем его сажать? Здесь очевидно, там, что он никуда не убежит и ничего не сможет повлиять на следствие. Следствие проходит там в течение месяца, там, да, ему дают такой там условный срок или штраф, и все, и на этом все закончилось, да. Нет вообще смысла как-то задерживать. В данном случае Следственный комитет идет вопреки практике, даже последних там 2-3 лет, а последних там, скажем так, 10 лет. Это тенденция достаточно продолжительная. И даже изменения в Уголовный кодекс вносили, и Уголовно-процессуальный кодекс именно с целью смягчения наказаний как за совершенные преступления, которые уже доказаны в суде, да, так и по подозрению в совершении преступления. Сейчас даже коррупционеров, если посмотреть, да, сводки того же Следственного комитета, если там $300 взятка какая-то, да, и то не задерживают. Да, его вызвали, допросили, как бы, ну, все. Он, там, особенно если там признал, то чего задерживать? Даже если не признал, то задерживают только в том случае, если хотят оказать давление. В данном случае цель ясна – оказать максимальное давление и вынуть максимальную информацию из журналистов. И здесь дело абсолютно не в Белта, поскольку те действия, да, которые совершены в отношении Белта, не соответствуют
по тяжести тем действиям, которые сейчас совершает Следственный комитет. Это, ну, если перенести на язык, скажем так, взаимоотношений B2B, да, то это превышение необходимой самообороны в чистом виде. Да. То есть не соответствует тяжесть инкриминированного деяния и тяжести того, что действует, как действует Следственный комитет. Парализует работу огромного портала, огромного количества лиц, да, задерживает людей, стресс, это семья, дети, это все, это огромный стресс для людей. На самом деле это задержание, особенно для тех, кто никогда не подвергался такому. Ну, от зараз мы кажем про той вялікі аб'ём працы, якую праводзіць следчы камітэт, я так думаю, і МУС, і КДБ, і ДФР у дачыненні да гэтай справы. Але гэта ж справа пачалася не ў аўторак, калі пачаліся вобшукі на Тутбай і на навінах Бай. Судзячы па тым, па праслушцы, пачалося гэта як мінімум там колькі месяцаў таму. А это что означает? Ну, это означает, что несколько месяцев велась оперативная разработка. Да? То есть велась прослушка, собирался материал, чтобы было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и преступления, для того, чтобы приступить к более активным действиям, задержанию журналистов и так далее. Да? То есть одних айпишников, да, вот установить айпишники, откуда был вход на платную ленту Белта, это маловато, да? Потому что не докажешь, что с этого айпишника заходил не подписчик. Он мог прийти на Тутбай, там, да, к своему знакомому и зайти там с этого же, с его компьютера посмотреть ленту. То есть я купил, вот, до прикладу, подписку Белты, да. Но я зараз вот пришел в гости до вас, да, у редакцию, мне треба там нечто поглядеть, да, я с вашего компа по своим, да, паролі зайшов, а у выніку атрымаецца, что коли пожадаюць, то придут по вас и скажут: о, с вашего IP, да, заходили, да, а вы, да, не, да, маете там подписки. Поэтому, я думаю, и была включена подслушка, да, чтобы доказать, что заходили не подписчики, а должностные лица Тутбая, там, в данном случае Золотого, там, и другие, да. Они за счет прослушки это доказали. Я думаю, это вот то, что выложено, это маленькая часть прослушки, там значительно больше. И думаю, там есть более интересные моменты, чем подписка Белта, как у любой редакции, как у любом предприятии. И поэтому сейчас Следственный комитет активно изымает не только то, что имеет отношение к доступу к Белта, да, там, где надо было взять там 2 жестких диска тех журналистов, которые задержаны, все. А изымает максимум по редакции Тутбая, да, чтобы максимум накопать и расширить как можно больше обвинения, и чтобы это дело действительно уже зазвучало более серьезно. Потому что, поскольку если к концу расследования будет только одна эта статья, то, я думаю, очень многие получат за такие активные действия по шапке потом. Столько потратили денег, столько потратили ресурсов, а на выходе что? До речі, вот такое доволі меркантильне питання. Калі параўноўваць, ну, пакуль што міфічныя страты, якія панесла Белта, потому что нават галоўны рэдактар Белта на сённяшні дзень не можа сказаць, колькі ж яны вот страцілі на гэтых вот типа незаконных дзеяннях. І тыя рэсурсы, тыя фінансы, якія былі затрачаныя праваахоўнымі органамі на ўсе тыя дзеянні цягам усіх гэтых месяцаў, пачынаючы ад праслушкі, потом анализу и проглядки и так далее. Вот можно поравнать эти суммы? Но я вам скажу, что Белта ничего здесь не потеряла, поскольку в данном случае нельзя апеллировать понятие «если бы кабы». Да? То есть Ирина Клоч может сказать, что если бы у них не было паролей доступа, да, они бы подписались и они бы платили Белта денег. Такими понятиями не оперируют в уголовных делах. Да? И это никак не может быть подшито в качестве ущерба. Да? Что вот они имели доступ, поэтому не подписались, поэтому Белта потерял такую-то сумму. Нет. Должен быть какой-то конкретный ущерб, нанесенный Белта. Я его вообще пока что не вижу. Вообще никакого ущерба Белта. Совершенно. Да? Поэтому, с одной стороны, Белта вообще не принесло никакого ущерба, ну, кроме там, как они пишут, репутации. Да? Но вот репутация, опять же, это не уголовный процесс. Да? И огромные затраты со стороны государства. Огромные уже оперативная разработка несколько месяцев, плюс сейчас следственные действия, которые будут вестись где-то около года, предварительные оценки. То есть это зарплата следователю, а у Следственного комитета сейчас самая высокая зарплата из всех силовиков. Да? Зарплата оперативников, которые Союз сопровождает, прослушки и так далее, тому подобное, оборудование. То есть это
А можно так тысячу раз будешь больше. А можно сказать, вот кольки держава потратить сродков на справу Белта? О, это сложно сказать здесь, знаете. Хорошо, сколько нулев там может быть? Ну, сейчас, зарплата следователя сейчас в среднем где-то, ну, если 1500 рублей, да? А это вот, скажем так, в среднем. А это центральный аппарат ведет, это не абы кто. Хотя по таким статьям, опять же, никогда центральный аппарат не вел дела, да? На центральном аппарате, там, естественно, уровень следователей более высокий, звания более высокие. И там зарплата, я думаю, следователя, который ведет дело, ну, где-то около 2000 рублей, так это точно. Да? Вот, считайте, 2000 рублей в месяц, год, это уже 20 тысяч, только одному следователю. Следственная группа, обычно, когда формируется, кого утверждается дело, формируется следственная группа. Исходя из объемов дела, из объемов всего изъятого, ну, человек 10 должна быть, наверное. Умножайте на 10, да? Это чисто по зарплате. Уже не кажучи про то, сколько коштує прослушка. Да, да. Это все оперативная разработка несколько месяцев велась. Это все люди, круглосуточная работа людей на прослушке, да? Представляете, сколько это надо задать ресурсов, тоже денег. То есть все очень дорого. Я сколько раз разговаривал с правоохранителями, да, вот, они меня просят иногда, там, вот если вам там сообщается о коррупции, да, вот, дайте нам материал. Я им сколько раз говорю, когда не могу написать, нету доказательств, я говорю, вот есть человек, который может там дать сведения, да, так. Они говорят, это надо ставить на прослушку, это столько мороки, столько денег, средств и с туманной перспективой. То есть они всегда считают деньги, всегда. То есть сколько это потрачено, поскольку если, скажем, будет потрачено очень много средств на расследование, да, а на выходе получится мизер возмещенного ущерба, там, начисленного возмещенного ущерба, да, то по головке не погладят. Чому ж они у даденной справе гроши не лічать? Потому что я считаю, что была команда сверху. Поэтому они знают, что по шапке никто не получит, начальство их не поругает, поэтому действуют вполне спокойно. Не считают затраты, говорится. Сергей, еще один момент. Мы уже не один раз с этим сталкивались. Заўсёды гэта выклікае великое абурэнне и неразуменне дзеяння ў следчых ці там праваахоўных органаў, але оно сразу раз паўтараецца. Гэтым разом следство ідзе. Людей яшчэ абвінавачванне ім не выстаўлена, а ўжо у органе администрации президента Беларусь сегодня з'яўляюцца конкретно гукавыя файлы, прослушки телефонных размоў той же самой супрацоўнікаў Тутбай. Наколькі законна перадаваць у гэты вот перыяд менавіта вынікі прослушки журналистам? Это законно, поскольку следователь имеет право сам решать, что передавать, а что не передавать следствию, да, делу. Потом, уже когда закончится расследование, если лица будут оправданы, да, они могут предъявить претензий тому же там, Следственному комитету, да, то, что были переданы там, файлы, там, да, незаконно, а вина их не подтверждена. Но, как показывает практика, шансов какие-то выиграть это дело в Беларуси нет совершенно. То есть даже по гибели солдат, да, у нас максимальная компенсация была начислена, там, по-моему, $4000, что-то такое, да, по гибели сына Министерства обороны. То есть в суде выиграно. Все. То есть у нас вообще нет практики, когда человека задержали и продержали там месяц и год, или там даже несколько дней, да, а потом вина его не подтвердилась, чтобы он подал в суд и, да, и выиграл дело в отношении там, правоохранительных органов. Такой практики нет. Но следователи не отвечают ни за что. То есть, да, с одной стороны, он имеет право дать Советской Беларуси файлы прослушки, да, ТВО, да. С другой стороны, человек, в отношении кого выложены эти файлы, имеет право предъявить претензии, да, если считает, что это неправомерно было, там, что ли, какие-то личные данные оглашены и так далее, да, но претензии у нас никогда не работают и никогда не подтверждаются, поэтому здесь такая, опять же, правая коллизия. То есть атрымліваецца так, что следчы можа вараціць все, что хоча, и нават калі потым апынецца, что его дзеянні были, ну, скажем так, что ён зрабіў это, а я не виноваты, а супраць мяне были применены там дзеянні, там, утрымання, скажем, у изоляторы, то ён не виноваты, ну, ошибочка вышла. Да? Да, он ни за что не отвечает. У нас правоохранительные несут никакой ответственности за свои действия. Я имею в виду действия в рамках Уголовного процессуального кодекса. То есть был задержан человек, да, просидел там месяц или год в камере, да, вина не подтвердилась, у нас очень много таких лиц.
которые дело потом сначала задерживают, сидят в камере, а потом отпускают, потому что дело закрывается. И никто за это не несет никакой ответственности. Знаете, хотя в других странах там до миллионов долларов взыскивают с правоохранительных органов именно за такие дела. То есть в данном случае, к примеру, даже если вот Золотого просить 3 суток, а потом дело в отношении ее закроют, в нормальной стране, даже вот тоже Литве, там, да, в европейской нормальной стране, ну, как минимум, она рассчитывает на компенсацию где-то $1200, ну, как минимум, за эти 3 суток. За испорченную репутацию, за нервы, за стресс, что понесла ее семья. Сергей, ведаеце, я вот учора праглядаў сайт следчага камітэта, архіў, і выпадкова наткнуўся на матэрыял. Ён быў выстаўлены на сайце следчага камітэта 20 ліпеня. То есть за 2 тыдні приблизно, пакуль пачалася гэта вся ситуация. И в этом материале рассказывается про то, что в 2018 годзе у Мінске назіраецца значны рост колькасці распачатых крымінальных спраў по фактам злачынства у сфере информационной бяспеки. И тут говорится про то, что вот справы крымінальныя, звязаныя несанкцыянаваным доступам к компьютерной информации. Говорится про то, что там кто-то украл когось пароль, там хлопец у дзяўчыны там пісаў там ад яе імя, там нешта вот яшчэ такое. І ведаеце, як у тым меме уже якім супадзенне, вот что вот яны так і расказваюць про то, что у 17-м годзе за той же перыяд было 76 крымінальных спраў по такому злачынствам, а у гэтым годзе уже 242. Ну, не знаю, совпадение или нет, но это общемировая тенденция. Количество уголовных дел во всем мире в этой сфере действительно увеличивается. Да? Как увеличивается количество уголовных дел, к примеру, распространение порнографии в интернете. Да? Поскольку сейчас даже по законодательству, если у меня на телефоне там какая-то интимная фотка, я скинул ее другу, то меня тут же привлекут за распространение порнографии, знаете. Поэтому вот это вот все... Количество уголовных дел, всех уголовных дел, которые касаются так или иначе интернета, да, она во всем мире увеличивается, поскольку сегмент растет, активно развивается, и опять же киберугроз становится значительно больше. В несколько раз увеличилось количество краж с банковских карточек во всем мире, да, то есть взломов банков и так далее. Ну, будем лічыць, что сапраўды супадзенне. Сергей, все ж таки гэта звязана камп'ютарнай бяспекі, артыкул там вот хакерство, незаконное проникнение, але на відэо, якое есть на той же самой Советской Беларусі, бачна, что падчас в обшуку у кватэрах журналістаў канфіскуюць, забіраюць знойдзеныя грошы. А ці маюць права яны забіраць грошы? Прычым тут грошы? Мы ж говорим про компьютерные злочинства. Ну ладно, забирайте компьютеры, там, винду, там, еще что-нибудь. На самом деле они имеют право забрать все, что считают нужным. То есть, вплоть до телевизора и холодильника, да. Вопрос потом, как они обоснуют. Да? То есть, если они смогут пришить это к делу, да, то, значит, пришьют. Если не смогут, значит, вернут, там, потом пригласят там, супругу, задержанного мужа, в случае Золотовой, да, и отдадут ему эти деньги, если они не имеют отношения к делу. А если они, например, установят, что Золотова из доступа получила какой-то доход, то, естественно, эти деньги сразу пойдут в доход государства, это привяжут к делу и так далее. Добра, і на заканчэнне, Сергей, у мяне пастаянна, як толькі вот распачалася гэта справа, такое, ну, нейкая такая асацыяцыя дежавю, так бы мовіць, што вот Белтаў мне вельмі падаецца падобная на такую фрау А ўся эта справа Белты вельмі падобная на справу патрыётаў. Я не ведаю, можна гэта параўноўваць ці не можна, на ваш погляд, судовая перспектыва гэтай справы? Якая? Да никакой я пока что не вижу судебной перспективы. У Следственного комитета лишь один выход – накопать какие-то другие статьи, какие-то другие факты и мягко перевести обвинение в совершенно другую сферу. По этому обвинению вряд ли они смогут что-то доказать в суде, даже с учетом того, как Белорусский суд рассматривает подобные дела, да, ну, он не сможет не видеть очевидных вещей, да, что ущерба нет, что взлома не было, да, как такового, то есть и статья применена неправильно. Таким чином можно сказать, что это все ж таки такая, ну, утиск на журналистов? Ну, да, это можно сказать. Слова. Я думаю, просто воспользоваться этой статьей, первой более-менее подходящей, чтобы копнуть очень глубоко и чего-то там накопать. Для каких целей, это пока можно только догадываться. Я думаю, вскоре мы узнаем.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Для вас у студыі працаваў Зміцер Лукашук. Маім сённяшнім госцем быў Сергей, главный редактор порталу «Ежедневник». Мы обмерковали справу Белта. Все, ну?